Второй этап оздоровления реки Сунжа идет строго по плану. Уже восстановлено 3700 метров из 4600. В ближайшее время от соседней республики до Икажева река будет соответствовать установленным стандартам. Выемка грунта у нас по проекту также была 560 тысяч кубометров. Вот. И реализовано уже выемки где-то более 370 тысяч. То есть практически основная часть работы у нас завершена, тем более в начале работ там русло реки было более широкое. Здесь уже идет сужение ближе к селу Икажево. Вот. Как бы рисков неисполнения мероприятий у нас нету. Работы подрядной организации ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Работы провели в рамках реализации федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Как заявляет начальник отдела водных ресурсов Али Ханиев, подобную работу они должны проводить каждые 10 лет. Да, данный водный объект давно здесь не проводили такие мероприятия по расчистке. И годами сложившиеся наносы, тем более вот этот мусор в акваториях, он влиял негативно на качество воды, хотя вода здесь у нас идет периодически. Бывают моменты, когда полностью русло иссыхает, но в основном, особенно после дождей, у нас здесь хороший приток бывает все-таки. И были моменты, когда у нас после обильных ливневых дождей поднимался сильно уровень реки Сунжа. Вот данное мероприятие плюсом к этому, к тому, что мы очищаем от русла реки от донных этих отложений, очищаем от древесно-кустарниковой растительности, которая там дальше была, также способствует и увеличению пропускной способности реки, что тоже положительным образом влияет на безопасность и населения, и объектов. На реализацию федерального проекта по оздоровлению реки Сунжа, протекающей через столицу Ингушетии, из федерального бюджета было выделено более 60 миллионов рублей. Некоторые участки реки требуют очистки, так как она охватывает 7 населенных пунктов региона, и состояние водной артерии не соответствует установленным нормам. Согласно заявлению сотрудников Министерства природных ресурсов, эти участки будут включены в рамках других федеральных проектов по реконструкции и оздоровлению. Есть такое федеральное государственное бюджетное учреждение, как Дагводресурсы. Вот, это по их части уже будут проводиться работы. Нами уже были, с прошлого и позапрошлого года у нас есть предложения для расчисток рек в сельском поселении Барсуки. Мы предлагали расчистку сделать тоже на Сунже. И в городе Карабулак. В городе Карабулак уже ведется работа этим филиалом Дагводресурсы по разработке проекта. Ну и так по мере поступления этих предложений от органов местного самоуправления, от обращений граждан. Мы тоже, конечно, формируем наши предложения для разработки мероприятий по расчисткам. Эти работы позволят улучшить экологическую ситуацию в регионе и обеспечить более благоприятные условия для местных жителей и природы. Зелимхан Кылуев, Адам Гулуев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.